I'm going to stand here. So I'm pretty close to the camera. Nakonec někteří nedorazili. Já bych to zkusila jenom si zeptat. Prosím. Čau. Чуть-чуть, минуту-две подожду. Валейкум ассалам, Шабдан. Меня слышно? Нет? Как? Меня слышно. Сейчас поверну камеру. У меня тут показывает 17 человек. Když to srovnáš, to vypadá jako když В общем, покажу себя. Алейкум ассалам. Все слышно, да? Слышно хорошо? Спасибо, спасибо, благодарю. У камеры нет стабилизатора, но постараемся так. В общем, начинаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас всех. Вот. Сейчас я нахожусь в Италии. По приглашению приехал сюда и после нескольких проведенных встреч решил все-таки выйти в эфир. Вот. Я в городе Пиза. Так. Алхамдулилlah, дику. Дику. Да, вот я пока ждал, пока люди зайдут. Ну, мне хотелось бы поздравить всех своих братьев и сестер, мусульман, с праздником Курбан-Байрам. Я желаю вам всем мира. И дай Аллах дал вам все самое наилучшее, хорошее, чтобы Аллах принял ваши дуа. Вот. Начну с этого. How are you? Can you go to Chechnya? No, I'm fine, thank you. No, I'm not. I can't go to Chechnya right now, but one day will come and I will do it, inshallah. Так, валейкум ассалам, Степан Бандера. Саваш Анзор Укра Махкар Маршал Дуфек. Делир Сала Маршал Хил, Маршал Лоцига. Здравствуйте, здравствуйте. Мне тоже очень приятно видеть, читать вас. Вот. В общем, приехал в Италию после некоторых так проведенных встреч, решил показать вам это место. Думаю, вам тоже будет интересно. Вы все узнаете это место, башня с наклоном. Кто-то читал это в книгах, может, кто-то здесь бывал. Мне всегда была интересна история разных стран. Вот. И как я помню, эта башня была построена в 1176 году, что ли. Вот. Ну, примерно так, я могу и ошибиться. Вот. Сейчас, секунду, машина проедет. Вот, и башня наклонилась, и по сегодняшний день, ну, никто конкретной версии не знает, но примерная версия это то, что из-за фундамента она наклонилась,
И где-то в 1939 году, если не ошибаюсь, Муссолини пытался остановить этот наклон, и под фундамент был залит бетон. И уже в наши дни залили туда свинец, чтобы башня, в общем, еще не наклонилась. Место встречи у меня совпало с этим интересным местом, и поэтому я решил вот так выйти сегодня в эфир. Так, с этим ясно. Вы это можете прочитать в интернете, все, конечно же, более подробно. Анзор, не считаешь ли ты, что оттуда разошлись языки? Откуда? Я просто пока не понимаю, не знаю, о чем речь. В мире много языков, да, очень много языков. И очень важно хранить свой язык, знать свой язык, говорить на своем языке. У меня всегда дома мои родители учили родному языку, всегда говорили на родном языке, знал другие языки, изучал их, русский, литовский, английский, французский. Сейчас знаю и норвежский язык. Так, Оля, как же это? Я тоже рад вас видеть. Куда я пропал? Дела, в общем, поездки. Я читал ваши комментарии. Было беспокойство от вас, что что-то случилось, что-то произошло. Я сейчас все это комментировать не хочу, в детали вдаваться. Но так, алхамдулилlah, все хорошо. Пьяные португальцы построили. Нет. Даже сегодня никто не может конкретно сказать, кто был архитектором этой башни. Вот видите, наклон какой. У меня камера ровно стоит. Анзор, а есть риск, что она упадет в принципе? Насколько помню, что архитекторы, которые работают над этой башней, с этим наклоном, дают гарантию где-то 200 лет, что ли, что она еще будет стоять так, без наклона такого особого. Но еще где-то читал, что башня наклоняется 1 или 5 миллиметров в год все-таки. Амин Аллах. Амин Аллах. Степан Бандера, маршал Ола, Масарга, иншаллах, шадак дикарду. Selim, you are asking me about. Okay, let's read it. Have you ever gone to Ukraine since the Russian occupation? Yes, I did. Let's say when the war was started, it has started in 2014, but the last year was very terrible, and I went there, I think in March or April. So you can see some videos on this channel. Yes, I've been there many times. Так, subscribe and like. Потому что те, кто изучает наш язык, потом используют его во вредном. Ага. Ну да. И языки надо изучать, разные языки. Так, Саваш, валейкум ассалам. Анзор Страсбург с тобой, и так держать, не падать духом. Нет, духом мы никогда не упадем. И, как ты говоришь, будем так держать. Аллах рейсуй, Саваш.
Алейкум ассалам. Ну так, что с этой башней? Ну как что? Стоит башня? Наклонилась? Шамахи, алейкум салам, брат. Спасибо. Тебя тоже, брат, с праздником. Так. Эва, your English sounds very nice, Anzor. Let's say I have learned English when I was in the school. And I used to talk in English in many countries, like Turkey, United Arab Emirates, and here in Europe. So, в общем, насчет моей поездки. Меня сюда пригласили. И поездка связана с проблемами в нашем обществе. То есть это беженцы и те люди, которые по сегодняшний день покидают нашу республику. То есть в связи с этой мобилизацией, давлением путинских марионеток, провел такие встречи, то есть связанные именно с беженцами и с этой молодежью, которая покидает нашу республику. И сами единично, и со своими семьями. То есть сохранить себя и свои семьи. Так, Баркаев, не на Первомайской школе номер 7 случайно? Нет, я не учился там. Окончил школу я в Натеречном районе, когда мы вернулись в свою республику с родителями. Это было в 1992 году, когда уже советская армия начала проливать кровь разных народов. Отец решил оставить эту армию и вернуться на нашу родину, чтобы быть полезным нашему народу. Он пришел к нашему первому президенту Джахару Дудаеву. И так началась его карьера уже на родной земле. Анзор, ты вышел на связь с министром иностранных дел ЧРИ Селясом Ахмадовым. Как я раньше говорил, я уважаю его, а также проделанную им работу за все это время. Да, если я могу сказать коротко просто, что да, у меня связь есть с ним, и скажу про уважение к этому патриоту нашего народа. Так, алейкум ассалам, брат Андор. Так. What do you think about the Kurds? Do you think it would be right to compare them to Chechens in terms of their struggle for independence? My brother, what can I say is all the nations, all the people, they have own right to be independent. This is what I can say. Так. Я, скорее всего, недолго буду. Мне надо сейчас идти. У меня тут последняя встреча. И, возможно, сегодня, возможно, поеду в Рим. Там тоже одна встреча у меня, но долго там не буду. И также постараюсь показать Рим. В общем, посмотрим, если у меня времени будет на это.
И еще раз хочу поблагодарить тех, которые беспокоились, которые писали вот тут комментарии, спрашивали, куда я делся, что случилось. Вот. И это тоже одна из причин, что я сейчас вышел на связь. Я с вами. Продолжаем делать то, что мы можем делать, то есть то, что есть в наших руках. Так, сегодня иду по улице в Анталии, впереди идет парень на майке, на всю спину написано «Я не русский». Ну вот такое отношение сегодня к России. Так, надо сказать Путину огромное спасибо за то, что он добивает свою страну. В общем, бумеранг вернулся. Так, сейчас дочитаю комментарии, все-таки отключусь, мне надо ехать сейчас. Ва алейкум ассалам, алхамдулилlah, дикву. Yeah, that's right. All the nationalities have right to live in their independent countries. This is what we want. We want to be free from Russia, from anyone else. Дела Цабырт, Карич Дикам Хирдер, но обратно то, что не успел назвать там кого-то чем-то, вчера он уехал, тоже не понимаю, потом, в общем, пропущу я этот комментарий, вы поняли почему. Валейкум ассалам. Рейлер, маршал Хуил. Не пропадай, брат. Не пропадем. Все по воле Аллаха. В общем, еще раз поздравляю всех со священным праздником Курбан-Байрам. И в завершение эфира скажу, что мы делаем то, что есть в наших руках, и будем делать это. И будем делать это молча. Я сейчас не хочу говорить, как раньше, про подробности, потому что мы сегодня находимся в состоянии оккупации, у нас есть враг, а также есть те люди, которые крутятся вокруг нас, называют себя патриотами Ичкерии, чеченского народа, хотя такими не являются. И поэтому я вот о своих планах больше говорить не буду. Лучше делать все это молча. Вот так я решил. Yes, Andor, as an Estonian, I feel your pain and your wish to be free. One day we will be free, I'm sure. Andor, выходи почаще в эфир, а то скоро немая останусь. Здесь единомышленники, братья и сестры, хочу поговорить. Иншаллах, буду. Mike, I don't want to answer your question. I'm very sorry. Digdu Уитсом. Ларис Вильмасана. Еще раз благодарю вас. Сейчас я завершаю эфир. Он был, коротким, около 20 минут. Вы тоже берегите себя. Иншаллах. Вернемся в один прекрасный день. У нас тоже на своей земле есть красивые места и красивая земля. И мы все туда, иншаллах, вернемся. Аллах рейс хульмасан. Всех благодарю. И до встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.